свежим данным по коронавирусу в Коми, по информации Роспотребнадзора, за сутки болезнь побороли 40 пациентов. Чуть меньше 37 человек заразились COVID-19. Летальных случаев при этом больше не стало, их по-прежнему 79. Вот как эпидемобстановку и другие важные события из жизни региона прокомментировал в традиционном обращении исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6407 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 37 человек. Под медицинским наблюдением 1457 человек. Выздоровели 5283 человека. За сутки мы хорошо выздоровели 40 человек. Сегодня справил новоселье Республиканский ресурсный центр поддержки добровольчества. Уверен, что современная площадка, созданная на базе Коми Республиканской академии госслужбы и управления, будет способствовать дальнейшему развитию волонтерства и добровольческого движения. В нашей республике очень много неравнодушных и инициативных людей. Не случайно в этом году наши волонтеры стали третьими по числу полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России». В Северо-Западном федеральном округе, хотя сегодня на встрече с волонтерами я сказал, что нужно будет занять в следующем году первое место. Сегодня я также провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми. Мы обсудили очень важные вопросы. В их числе необходимость пересмотра законодательства в части порядка заготовки древесины населением для собственных нужд. Еще один вопрос, который мы рассмотрели, это профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних. Мы приняли решение выделить муниципалитетам дополнительно свыше 314 миллионов рублей в виде дотаций из республиканского бюджета. Эти средства пойдут на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципалитетов в связи с пандемией и станет ощутимой поддержкой для городов и районов республики. В республике активно идет реализация народных инициатив. Эти инициативы предложены жителями городов и районов. И уже профинансированы и завершены 22 проекта. В их числе приобретение мебели и инвентаря для учреждений дошкольного образования Троицко-Печорского района, ремонт подъезда к центральному стадиону в Сысольском районе, обустройство общественных территорий в Усть-Куломском районе и многие-многие другие. Всего в этом году будет реализовано 247 проектов, на которые из бюджета республики выделены 252,5 миллиона рублей. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.